Клещи активны с начала первого потепления до наступления осенних холодов, поэтому такую противоклещевую обработку от них Денис Анцукевич проводит с начала марта до ноября. В хозяйстве, где он работает, 5 коров, а также больше 120 голов овец. Чтобы скот был здоров, такая защита от кровососущих паразитов просто необходима. Обрабатываем, брызгаем, уколы ставим каждый год по 2-3 раза. Чтобы не болели, были здоровые, мясо было здоровое. Не погибали, чтобы ягнята были здоровые. Проводить акарицидную обработку владельцы хозяйств должны сами. Какие из лекарств нужны для защиты от паразитов крупного и мелкорогатого скота, объясняют сотрудники ветеринарной службы. Если вы используете против клещей, то есть арахноэнтомозы, это надо использовать какие средства? Более насыщенные, концентрированные, это ротеид. Не в маленьких упаковках, да, ротеид. Или же инъекции в виде вермека, который тоже уничтожает кровососущих насекомых на теле животного. Такую консультацию с работниками фермерских хозяйств сотрудники ветслужбы проводят на регулярной основе и всегда напоминают, защита от клещей домашнего скота обязательно. В этом году в весенне-летний период, как отмечает Аюб Мурзабеков, активность кровососущих паразитов возросла. Анемия, лихорадка, истощение – таковы тяжелые последствия для животного. Клещи также являются и разносчиками различных заболеваний. Они же могут привести к смерти животного. Очень большой экономический ущерб в этом году нанесен животноводам именно укусами клещей и вызываемыми ими заболеваниями, то есть кровопаразитарными болезнями, которые часто проявляются молниеносно протекающие болезни, потому что не всегда она протекает в открытой клинической форме, протекает в скрытой форме, и животные не выдерживают. При высокой температуре животные погибают. Те, кто обращается к ветеринарную службу, конечно, имели эффект выздоровления. А кто обратился поздно, естественно, этих животных спасти не удалось. Более того, укус паразита передает и такую страшную болезнь, как клещевой энцефалит. Человек может им заразиться и через молоко коровы, не прошедшее термическую обработку. Поэтому акарицидная обработка нужна не только для здоровья домашних животных, но и людей. От клещей обрабатывается как сам домашний скот, так и помещение, в котором он находится, так как паразиты могут быть не только на теле животного, но и на соломе или одежде работника. Проводить противоклещевую обработку рекомендуется раз в 2 недели. Частая купка приводит к накоплению этого препарата в организме, и особенно для продуктивных животных это нецелесообразно. Поэтому мы рекомендуем купать животных меньше количество, какой-то определенный период, например, 18 дней один раз, 14 дней один раз. Но при этом надо убирать клещей с тела животных и опрыскивать помещения, в которых находятся животные. Выпас животных на необработанных от клещей пастбищах также не рекомендуется. Но понимая, что эта мера для руководителей фермерских хозяйств затратная, специалисты советуют часто менять места выпаса скота. Оставлять пастбища без животных, то есть свободными от животных пастбища, приводят к тому, что клещи сами от отсутствия теплокровных животных погибают клещи. Клещи сами по себе уходят или в почву, они переходят на почвенные, то есть находящиеся в почве теплокровные животные, или же просто погибают от отсутствия питания. Специалисты ветеринарной службы призывают владельцев домашнего скота своевременно проводить акарицидную обработку. Эта мера заметно снизит численность клещей и предотвратит их размножение и распространение. Дана Плиева, Сулейман Костоев, Новости 24.